Добро пожаловать на третий международный детский фольклорный фестиваль «Наристе», где сердце Кыргызстана бьется в унисон с мелодиями дружбы и культурного разнообразия. Сегодня, 31 мая, мы стоим на пороге 10-дневного праздника народного творчества, который соберет вместе яркие таланты со всего мира. В этом году величественный зал Национальной филармонии имени Токтоголоса Тылганова откроет свои двери для представителей из Индии, Казахстана, Монголии, Башкортостана, Тывы, Якутии и Санкт-Петербурга, чтобы вместе отпраздновать богатство и красоту фольклорного наследия. Наши маленькие зрители увидят, как традиционные танцы и песни оживают в исполнении коллективов из 7 областей Кыргызстана и наших замечательных гостей. Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом волшебном путешествии, где каждый шаг танца, каждая нота музыки и каждый узор на национальных костюмах рассказывают уникальную историю народов, их культуру и дружбу, которая не знает границ. Фестиваль «Наристе» служит для того, чтобы все народы объединялись, чтобы мы знали других людей, то есть другие нации поближе. «Наристе» — это очень классное и незабываемое событие для нас, потому что мы здесь впервые. С помощью этого фестиваля мы знакомимся с национальными танцами, песнями и играми. Больше всего мне понравилось в этом фестивале, что с помощью этого фестиваля мы могли узнать культуры, традиции многих народов. В этом и суть этого фестиваля. Мне запомнился больше всего тот момент, где было «Наристе», и там мы презентовали свои работы, смотрели на концерт, на выступления наших гостей, которые прибыли с разных регионов и стран. Мне очень понравилось смотреть на танцы других национальностей. Это очень сильно расширяет твой кругозор. Просто было очень интересно, что они там танцуют, что у них там, какие у них там костюмы, самое интересное. Мне больше всего понравилось ребята, они с ограниченными возможностями выступали, танцевали, и это большой на самом деле труд. Мне очень нравится фестиваль «Наристе», потому что он развивает таланты детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данного фестиваля у нас также участвуют дети с инвалидностью, это дети с нарушением слуха, которые танцуют. И действительно видно, насколько дети растут в плане творчества, в плане культуры, насколько они развиваются. Вот мы уже видим, насколько совершенствуется их мастерство. И это именно создание равных условий для каждого ребенка, создание инклюзивности, для того, чтобы каждый ребенок себя чувствовал комфортно и мог реализовать свои таланты, свои навыки. Когда дети привлекаются к таким большим фестивалям, таким интересным фестивалям, где они сталкиваются, где они вместе с детьми из других стран, республик, других национальностей идут в одном направлении, показывая свое искусство, тогда эти дети начинают думать, начинают жить по-другому, начинают петь, танцевать, играть по-другому. На заре 1 июня, когда первые лучи солнца озаряют Бишкек, начинается особенный день, полный улыбок и радости в честь Дня защиты детей. Наш город превращается в огромную сцену празднования и творчества. Улицы наполняются радостными звуками и красочными костюмами, ведь сегодня здесь проходит фестивальное шествие, которое объединяет сердца и улыбки. Праздничные концерты наполнят воздух музыкой и танцами, отражая дух нашего народа и гостеприимство его традиций. Жители и гости города станут свидетелями невероятного культурного обмена, когда народные танцы с разных уголков планеты оживут на улицах столицы. Эти танцы не просто движения под музыку, они история народов, рассказанная через грациозные жесты. От бодрых казахских мелодий до завораживающих индийских ритмов, от монгольских танцев до русских народных хороводов, каждый танец приглашает зрителей в путешествие по уникальным культурам. Давайте вместе отметим этот день, отдавая дань уважения талантам наших детей и богатству культур, которые мы стремимся сохранить для будущих поколений. Самое яркое – это парад и шествие всех участников фестиваля «Наристе».
такого масштаба парады не в каждом фестивале, не в каждом государстве она проводится. Наверное, и жителям города Бишкек тоже запомнилось. Мы выступали на разных площадках, и все реагировали на нас просто бурными аплодисментами. Это очень круто. Мне все понравилось, очень дружелюбный народ, также город красивый, красивые места. Мне понравилось то, что люди тут очень приветливые, добрые. Вот когда мы шли на шествие, нам все махали, радовались. मुझे मध्य प्रदेश ग्वालियर Очень рад присоединиться к этому фестивалю. Это фестиваль высокого уровня. Мы проехали 6000 километров, чтобы принять участие в этом мероприятии. У нас хорошие впечатления о Кыргызстане. लंबी दूरी से 6000 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ आए हैं और हमारे जो एक्सपीरियंसेस है 2 июня мы собираемся вместе, чтобы осветить будущее нашего культурного наследия на международной научно-практической конференции. Руководители групп и почетные гости обсудят важнейшие вопросы: как привлечь внимание к фольклорному музыкальному наследию, как возродить интерес к корням национальной музыкальной культуры и как стимулировать молодежь к изучению и сохранению традиционной народной культуры. Отрадно, что в рамках фестиваля были проведены 2 научно-практические конференции в городе Бишкек и на Иссык-Куле. И в рамках конференции были проведены также ряд мастер-классов по различным видам искусства. На конференциях все участники фестиваля выступили с интереснейшими докладами, представили свою страну. Например, делегация из Республики Тыва продемонстрировали 5 видов горлового пения и игре на народных инструментах. Республика Индия продемонстрировала интереснейшую видеопрезентацию. На конференциях были затронуты интересные вопросы, направленные на сохранение и популяризацию фольклорного наследия. И каждая команда поделилась своим опытом. В рамках Евразийского центра Дельфийских игр мы стремимся к тому, чтобы каждый учащийся и каждый артист чувствовал себя частью большой и разнообразной культурной семьи, объединенной общими ценностями и уважением к прошлому. После плодотворных дискуссий на научно-практической конференции день продолжится традиционным официальным приемом. Мэр города Бишкек с радостью приветствует почетных гостей и представителей делегаций, чтобы отметить их вклад в развитие культурного обмена и сохранение фольклорного наследия. Этот прием – символ уважения и благодарности города к тем, кто приложил усилия к организации фестиваля, и к тем, кто приехал поделиться своим искусством и традициями. В атмосфере гостеприимства и дружбы участники смогут обменяться подарками, укрепить существующие связи и заложить основу для будущих проектов и сотрудничества. После обеда наш фестиваль продолжит свое торжественное шествие. Участники и гости соберутся у памятника Токтогон Алтыбасаровой, чтобы отдать дань уважения этой великой женщине, которая в годы Второй мировой войны стала мамой для 150 детей из блокадного Ленинграда. Этот акт возложения цветов символизирует не только память о прошлом, но и нашу общую надежду на мирное будущее. Затем на летней площадке парка Антымак начнется праздник фольклора. Участники фестиваля представят свои выступления, наполненные живой музыкой и танцами для всех жителей и гостей города Бишкек. Это будет время, когда культура и искусство соединятся, создавая незабываемые моменты радости и единения. 3 июня станет днем открытых дверей в общеобразовательных школах города для творческих встреч, которые превратят классы в мастерские культурного обмена. Ученики и учителя вместе с гостями фестиваля примут участие в совместных уроках мира, где каждый сможет поделиться своими традициями и узнать что-то новое. Эти встречи станут мостом между поколениями и культурами, позволяя молодежи почувствовать связь с мировым наследием. После уроков школьные площадки оживут музыкой и танцами, ведь здесь пройдут концерты и мастер-классы, демонстрирующие разнообразие фольклорного искусства. Это будет день, когда образование и творчество встречаются, создавая незабываемые впечатления и новые возможности для обучения и вдохновения. Была очень насыщенная программа, в которой дети очень-очень много показали выступлений, показали мастер-классы, мы также обучали педагогов. И
В рамках этого фестиваля преследуется очень много положительных целей, и они достигаются. Наши дети расширяют круг общения, наши дети могут знакомиться с новыми людьми, находить новых друзей, учатся дружить, учатся договариваться, разговаривать. Для деток это очень большая мотивация. Мотивация для того, чтобы они выступали на больших сценах, для того, чтобы они расширяли границы своих возможностей. Мы первый раз сюда приехали на 3-й международный фестиваль. Нам очень здесь понравилось, особенно народ здесь очень добрый. Мы со многими познакомились и сдружились. Здесь мы познакомились с нашими друзьями из Индии, Санкт-Петербурга, Тывы, Якутии, регионом Кыргызстана. Но в первую очередь это сближает детей, это дарит массу положительных эмоций, новые знакомства и, конечно, дружба народа в первую очередь. Мы нашли многих знакомых, подружились. Такие фестивали должны проводиться, потому что именно дает толчок, большой опыт, потенциал познакомиться именно с многими другими народами и развить свое духовное творчество. Путешествие продолжается, и вот мы уже в пути из Бишкека в Чолпон-Ату, где вторая часть международного детского фольклорного фестиваля «Наристе» ожидает нас новыми впечатлениями. Дорога туда – это настоящее приключение через живописные горы и реки, ведущие к самому сердцу красоты Кыргызстана, неповторимой жемчужине – озеру Иссык-Куль. В городе Чолпон-Ата, который является историко-культурным центром Иссык-Кульской области, нас ждут новые встречи и открытия. Здесь, на берегу величественного озера, развернется праздник фольклора, где каждое выступление, каждая мелодия и каждый танец будут отражать богатую культурную палитру нашего мира. Шестой день фестиваля «Наристе» откроет перед нами двери в мир древних традиций и природной гармонии. Мы отправимся в горное урочище Кырчин, где воздух наполнен ароматом свободы, а горизонты расширяются до бесконечности. Здесь, на месте проведения всемирных игр кочевников, участники фестиваля познакомятся с традиционными кыргызскими играми, которые веками передавались из поколения в поколение. Показательные выступления оживят дух кочевников, и каждый сможет почувствовать себя частью этой уникальной культуры. Но не только зрелища ждут нас в Кырчине. Мы также сможем насладиться чистым воздухом и великолепием природы, а самые смелые даже попробуют собрать юрту – традиционный дом кочевника, который является символом гостеприимства и уюта. Мне безумно сильно понравилось в Киргизстане, особенно природа. Даже сейчас мы стоим на фоне очень красивых гор, просто обалдеть. Мне больше всего понравился момент, когда мы приехали в Кырчи-Джайло, где мы рисовали красивые пейзажи гор на пленэре. Еще мне запомнился момент, где состязались наши джигиты на лошадях. Я настолько полюбила Кыргызстан, что надеюсь, что в следующем году я сюда обязательно приеду. У нас были незабываемые экскурсии по Бишкеку. Мы ездили в горы, где мы учились стрелять из лука, кататься на лошадях. Мы ездили на озеро, где танцевали национальные индийские танцы. Мне понравился тот день, когда мы ездили на Кырчин, в горы. Нам показывали старинные кыргызские обычаи, как охотились с беркутом, а также выступления каскадеров на лошадях. На седьмой день фестиваля участников ожидает захватывающее путешествие по волнам Иссык-Куля, жемчужины Кыргызстана. Во время прогулки на катерах вас окружит не только великолепие гор и чистота водной стихии, но и эхо истории, отражающиеся в каждой капле озера. Мне больше всего понравилось на этом фестивале теплоход, и я познакомилась с новыми друзьями. Я познакомилась с одной девочкой из Казахстана, ее зовут Айназик. Мне больше всего понравилось
быть на теплоходе, потому что там мы любовались видами разными, еще снимались, танцевали. Озеро и его окрестности с 2001 года включены во всемирную сеть биосферных заповедников. Вы узнаете о его уникальной экосистеме, флоре и фауне, а также о легендах и мифах, которые окружают эти места. Эта прогулка позволит каждому участнику не только насладиться красотой природы и водной стихией, но и узнать много нового о Кыргызстане, его истории и культуре. Мы тут как гости, как участники. Это отличное творчество. Гости, приехавшие с разных стран, показывают свое искусство, мастерство и обычаи. Мы находимся в прекрасном городе Чолпан-Ата. Очень нравится. Тут очень красиво. Нас очень хорошо встречают в качестве гостей и участников. Дети очень счастливы. Жүрегіміздегі барлық арманымыз орындалып жатыр. Балалар өте бақытты. Осы қазақы Қырғызстан еліне көп-көп рахмет айтамыз. Вечер этого дня фестиваля озарится мастерством и талантами участников. Победители первых открытых бишкекских дельфийских игр и гости фестиваля соберутся вместе, чтобы учиться у лучших. Чтобы узнать, насколько наши ребята сильны, насколько они талантливы, провели мастер-класс на берегу Иссык-Куля, на природе. 2,5 часа. Были с ними и их руководители, я был с ними. И мы вот сообща вчера создали вот эту выставку. Ребята справились. Тут в каждой работе есть Иссык-Куль, и он не похож на другой Иссык-Куль. Все они разные. В общем, я думаю, что и выставка, и пленэр вчерашний удался. Мастер-классы по изобразительному искусству, художественному чтению, игре на народных инструментах, сольному народному пению и декоративно-прикладному творчеству пройдут под руководством выдающихся художников и музыкантов. Эти уникальные занятия предоставят возможность не только узнать профессиональные секреты и авторские методики, но и почувствовать связь с древними традициями и современными техниками, которые делают искусство живым и вечно развивающимся. Наши народные мастера и умельцы, признанные педагоги и мэтры искусства, готовы поделиться своими знаниями и вдохновением, чтобы каждый участник мог открыть в себе новые грани творчества. На этом фестивале мы получили огромный опыт. Это очень важно для детей, потому что и руководители, и дети привезли свой опыт и мастерство. На мастер-классах по изобразительному искусству мы увидели множество работ с применением разных техник рисования ребят из Кыргызстана. Мы обменялись опытом с детьми из других регионов. Это очень интересно. Сегодня ко мне подвели одного мальчика из Нарына и попросили прослушать. Прослушал. Я с полной уверенностью скажу, что вот уже окончив всего лишь 7 класс, еще у него мутация продолжается. Это потенциально наш новый Булат Межелкиев. Наша задача педагогической сферы – найти, раскопать таких, потом дать им нужное направление в начальной стадии, в средней стадии и в высшей стадии. Вот в этом я считаю, что задача фестиваля на Ристе в этом очень большая. Как звезды, собравшиеся на небе в лучах закатного солнца, так и участники фестиваля на Ристе собрались в культурном центре имени Чингиза Айтматова Рух-Ордо на торжественное закрытие. Этот день стал кульминацией 10 дней, наполненных музыкой, танцами и дружбой, соединивших сердца участников из разных уголков мира. 7 июня мы отпразднуем не просто завершение фестиваля, но и начало новых путешествий в мире искусства и культуры. Участники из Индии принесли с собой мелодии, которые рассказывают истории древних цивилизаций. Казахстан поделился своими богатыми традициями, которые так же величественны, как и их степи. Монголия показала силу и грацию своего народа, а российские команды из Санкт-Петербурга, Тывы, Башкортостана и Якутии добавили в палитру фестиваля краски своих уникальных культур. Огромная благодарность руководству фестиваля за то, что они дают детям из со всех точек мира с друг другом встречаться, общаться, делиться опытом.
Это уникальная возможность и на будущее иметь хороших, верных друзей. Спасибо вам большое. Фестиваль такого плана очень помогают детям, чтобы раскрыться. До этого фестиваля они просто участвовали как конкурсанты, у них было соперничество. Именно формат на Ристе очень понравился, потому что здесь очень дружеские, близкие, можно сказать, отношения, потому что ребята знакомятся с разными народами, с разными культурами, и у них кругозор расширяется. Будущее наше поколение, они более уже сплоченнее становятся. Мы с удовольствием будем приезжать на каждый фестиваль. Это мое первое знакомство с Кыргызстаном. Я очень надеюсь, что еще раз приеду сюда, приму участие в фестивале на Ристе. Я познакомилась с большим числом людей из разных команд, которые приехали из разных стран. И это, безусловно, прекрасное место. Хочется возвращаться и наслаждаться еще много раз этими красивыми местами. Я счастлива быть частью этого фестиваля. Мы посещали фестиваль на Ристе и в прошлом году. Мы получили огромное удовольствие, отличное настроение и истинную радость от участия в фестивале. Теперь и в этом году наши дети с радостью принимают участие в этом событии. We are here. Наша команда приехала из Индии, чтобы показать всем прекрасную индийскую культуру. Я очень счастлив вам сказать, что на Ристе очень волшебный фестиваль. Я уже посещаю фестиваль на Ристе в 3-й раз. Очень рад быть участником. I am here for the second time in Nariste and third time in Kyrgyzstan. First time I have participated in first Nariste. Бұл фестивальдің мақсаты шол бізден. Главная цель этого фестиваля – показать наш фольклор, ознакомить детей и руководителей. Всем показать это богатство через песни, инструменты, танцы. Также основная цель – сохранить это наследие. Наши гости из 8 стран привезли свое народное творчество, показывают и знакомят наших детей с ним. Алардағы ошо өзүнүн жакшынакай элдик фольклордук өргүйлөрдүн бийлерин биздин балдарга тартуулашып, ошо биздин мына Бишкектен башталган фестиваль быйыл Ысык көлдө бүтүп жатат. Фестиваль прошел на высшем уровне, я считаю, успешно, интересно, насыщенно. Все дети и участники были довольны и счастливы. Очень много талантливых ребят. Просто нужна, конечно, база, материальная база, потому что это краски, это бумаги, это все дорого сейчас. Нужны специалисты, которые бы их направляли в нужном направлении, в нужном русле. А так, талантов у нас много, и я уверен, что в ближайшее будущее появятся очень сильные художники. Из этих же ребят. Мы оказались свидетелями 3-го фестиваля на Ристе, фестиваля детского искусства, причем международного значения. Мы служители детских музыкальных учебных заведений. Имеем возможность найти, раскопать такое дарование, которое отвечало бы впоследствии, после получения знаний, именно отвечало бы уже мировым стандартам. Наши дети знакомятся с культурой других государств, других стран, других народов. Сегодня очень хороший опыт был, когда наши детки, детки из Кыргызстана, дети из Казахстана, Тывы и Монголии, они создали целый ансамбль, и в промежутках, когда у них было свободное время, они отрепетировали и сегодня представили свою композицию, что было сюрпризом абсолютно для всех гостей фестиваля, для всех зрителей, и при том, что взрослые практически не участвовали в организации, так как это было уже желание детей. И вот здесь мы уже видим реальность того, как дети стремятся все-таки развиваться, стремятся участвовать, и это очень такой большой стимул для каждого ребенка, для того, чтобы добиться еще больших высот. Мне очень понравился фестиваль на Ристе. Тут прилетели очень много ребят из разных стран, из разных уголков мира. Тут очень много национальностей. Очень было красочно, масштабное такое событие. Очень весело было нам, все нам понравилось. Хотелось бы выразить огромную благодарность именно организаторам этого фестиваля за ваш вклад, за ваш труд. У нас очень много друзей,
И мы будем общаться дальше через соцсети. И, возможно, даже когда вырастем, встретимся. Мне очень нравится тут. Спасибо Нарасте. Мы живем просто в прекрасных условиях. В самых дорогих отелях, в центре города, гуляем по крутым магазинам. Это все очень круто. Мне все очень понравилось. А еще мне здесь больше всего понравилось, как здесь волонтеры очень добрые и быстрые. Когда небо над Иссык-Кулем озарится фейерверком, каждый огонек будет отражением тех ярких моментов, которые мы пережили вместе. А дискотека позволит нам в последний раз в этом году танцевать в унисон, пока эхо наших песен и смеха не растворится в вечернем воздухе, оставляя после себя обещание встретиться снова.